رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك. Приводится, что раньше, скажем, лет 50-70 назад ученые говорили, что это является, некоторые ученые, скажем, говорили, что это макрух, еще не знали о вреде, полноценно не знали о вреде сигарет, поэтому есть такое мнение, существует в исламе. Однако на сегодняшний день я не знаю разногласий среди ученых, которые бы считали сигареты нежелательными. Однозначно это является харамом. Конечно же, это не является столь тяжким грехом, как прелюбодеяние или алкоголь и так далее, но курение сигареты является грехом, потому что ты, во-первых, вредишь себе, самому своему здоровью, во-вторых, ты тратишь на исраф. Исраф это, как бы сказать правильно по-русски, исраф. Нет, когда человек тратит свое имущество на ненужные вещи, просто так, использует в ненужных целях, то есть ты тратишь его на ненужные вещи. И третье, ты вредишь окружающим. Эти три вещи сегодня доказаны, однозначно, любой медик нам может про это сказать, поэтому это является харамом. Во-первых, в исламе есть правило, если есть необходимость обратиться к врачу, конечно же, мужчина больной должен искать мужчину-врача. Если он нашел, если есть такая возможность, он должен обратиться к нему. То же самое женщина обращается к женщине. И если нет такой возможности, и хороший специалист, например, женщина, то мужчина обращается к женщине, врачу, или же, наоборот, женщина к мужчине, врачу. И если он болеет, конечно же, это вынужденность, и он обращается к врачу. И в этом случае нет на них греха. Алхамдулилlah. Мусульманин имеет право клясться только Аллах. Я вам сразу скажу. Мусульманин имеет право клясться только Всевышним. И если эта клятва ей действительно нужна, вообще он не должен клясться. Ему должны верить на слово, он должен быть настолько честным, правильным, правдивым. Но если уже нужна клятва, для того, чтобы подтвердить свои слова там, в каких-то ситуациях, в этом случае он клянется только Аллах. Нельзя клясться кем-то или чем-то другим. Встречался с этим вопросом не раз. Есть именно психологическая болезнь. Например, последствия долгого стресса. Когда человек долго болел какой-то тяжелой болезнью, мы наблюдаем это у многих, кто перенес ковид, например, тяжело болел и так далее. И долго болел человек, и у него после этой болезни какой-то стресс, и у него эти атаки. В этом случае ему нужно лечиться у психиатра или, я не знаю, у кого-нибудь, но у врачей. Но бывает, у человека нет таких серьезных каких-то причин. Не было никаких серьезных болезней и так далее, но у человека начались панические атаки. Это действительно является признаком порождения, колдовства или сглаза. В этом случае его нужно вычитывать. Кстати, вчера здесь девушка задавала вопрос по поводу, человек не может спать в темноте, боится чего-то. Да. Это вообще в исламе это лечится очень быстро. 5, 6, 7 сеансов чтения, и все, после этого это уходит. Обычно это признак сглаза или присутствия, скажем так, джина в доме у человека. Еще быстрее лечится у детей. Кстати, не мучайте детей. Если ваши дети ночью боятся, плачут, просыпаются, плачут, или боятся, не могут остаться одни, боятся темноты, просто отведите к человеку, который нормально читает, или сами прочитайте несколько дней, 3-4 дня по 40-50 минут на ребенка молитвы, которые мы обычно читаем в намазе, будь то Фатиха, Ихляс, Фалях, Нас, эти суры, и ребенок вылечится, иншаллах. И он не будет бояться. Не нужно каких-то там лекарств и так далее. Но есть последствия, как я сказал, каких-то серьезных болезней, стрессов, человек перенес какой-то долгий стресс и так далее. В этом случае, да, конечно, нужно обращаться к врачам. Здесь, в любом случае, чтение молитв не помешает человеку, но уже нужно обратиться к врачам. Но я вам посоветую, любому из вас, я обращаюсь к мусульманам, кто знает какие-либо суры, основные суры, которые мы читаем в молитве, вы каждый из нас можете себя проверить, вообще есть ли у вас глаз, порча там, и так далее. Просто несколько дней, раз в день садитесь и читаете на себя одну из этих сур, час, 2, 3 часа. Просто читайте на себя эту суру. Если вы начинаете зевать, у вас болит голова, у вас затекают руки и ноги, вас тошнит, у вас головокружение и так далее, в этом случае вы продолжаете это делать каждый день, пока от этого не избавитесь. Если вы прочитали 2-3 дня, у вас все нормально, не ищите в себе ни колдовство, ни сглаз, ничего подобного. Продолжайте жить нормальной жизнью.
Это мой вам совет, просто как из личного опыта. Еще. Ну, во-первых, человеку позволено, чтобы сохранить жизнь, выпить алкоголь. Например, у него нет воды, он умирает, ему нужно выпить, он может выпить столько там, из вина или другого напитка, чтобы сохранить свою жизнь. Или же съесть другую запретную еду, там, мертвечину, свинину и так далее, чтобы сохранить свою жизнь ровно столько, чтобы не умереть, конечно. В вашем случае, если человек заболел и ему нужно вылечиться, он может это выпить. Ему, конечно же, нужно обратиться к врачам и использовать это, если это назначили врачи, которые знают свое дело, и если для него это необходимо, то да, он употребляет. В этом случае, когда есть вынужденность, на человека нет греха. На человека нет греха, если у него есть вынужденность. Однако кто-то пристрастился, уже присел на эти таблетки, конечно же, он начинает зарабатывать грех. Это один из больших грехов. Все, что одурманивает разум, это одним словом хамр, будь то алкоголь, наркотики или что-то другое, то, что туманит разум, это все является запретом.